Добрый вечер. В эфире «Региональные вести». В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. Праздник талантливой молодежи. Самый яркий, веселый и вечно молодой День студента. Это также праздник преподавателей, которые из года в год передают свои знания будущим специалистам. В ГГНТУ прошел яркий фестиваль в честь Дня студента. Залог качества образования. В первую очередь этот проект объединяет значимые для меня ценности. Это вклад в будущее, развитие моих профессиональных навыков и наставничество. Проект «Педагогический десант. Учитель для Грозного» расширяет географию. Возрождая истоки. Комплексное развитие горных территорий набирает обороты. Пятница – лучший день, в который восходит солнце. Она собирает людей умы для величайшего поклонения. В этот день мусульмане устремляются в святыни для чтения обязательной джума молитвы. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба намаз в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди Адам Шахидов осветил 56-й аят 33-й суры благородного Корана, который раскрывает исключительный статус пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует перед Создателем. Богослов подчеркнул, что всей уммы большая честь неустанно возносить салават. Это форма поклонения, демонстрирующая любовь, благодарность и следование за посланником Всевышнего. قرآن شوح ديزق اسمته دال ويج هردي مدي أول شخناح يا أيها الذين آمنوا هيديل إيمان دل النخ إقي قنبوي سولتع هرديلش هرمديلش أول قطعا آية عدالة يا أيها الذين آمنوا اللي حلقة إن الله وملائكته بق الله وسيلة وشول الله ديل تن ملائكة شه بيمان صلوات دلش دشون تأخبوه دال يا أيها الذين آمنوا هيديل إيمان دل النخ أشا دل أشديل يلشن عليه الصلاة والسلام صلوات الله يسهل عيشول عمل إبركتي بولخة دال وانت أبلنا شا صلوات دل شو الله شاهدين شلت إح أتصيل أبو أبويزة دالت حني أمة أدلين دات شيء بيغمرنا ويبغمر والي حلقة تنصلوات دلش قال أتصل وزمنا دال ويلش صلى الله عليه وآله وسلم صندينا يلش عليه الصلاة والسلام ويجنشر سميل البوخ شو سموق دال ورش يحيي لي الورش ديزر توشين دين خيل دوش طلغن دالا وجوج قد أخل دعوتين دوش دلو ترى الإراء دوش دلو إهسرات إتأي سوداحا كيقش وحوج غيرش غطش يخو وج غيرش غطش شيء أمة تستقور سو دنيا نشوح شين دلين دوش دل تحصل وحدادي أنا السورتان إيه يعني سوينا دي حواقير سوبوخ أتصولا آخر تنا بيديادو ديل يتشندول شخل داش دل صلوات بيرسكن بيسن روزبان ديلا ملا ألسم ديل ديشدو ديل يتشند دخزشدو دقاشوشدو سو دو حلوين ديل يجشتر دوخشدو وزي سيلا وشوش الله دالا دائما نا وديل يتشند داش دل جرجلو سون إحدازرت سون صلوات الله جاهدويلوي. Горные районы – это исконная среда обитания чеченского народа. Сегодня их комплексное развитие и возрождение социально-экономической инфраструктуры стало одной из ключевых задач. Это шанс не только просто построить дом, а вдохнуть жизнь в землю предков, совместив традиционный уклад с современными удобствами. Слово Мадине Кураевой. Высоко в горах Чеченской Республики находится возрождаемый район, который является историческим местом для нашего народа. Сугробы, морозный ветер и тишина, которую нарушает только скрип снега под ногами. Несмотря на то, что зимой дорога превращается в испытание, именно сюда возвращаются люди, где когда-то жили их прадеды. Зима здесь суровая, но она не останавливает тех, кто решил вернуться на землю своих предков. Эти строящиеся дома – память, долг и связь с родной землей.
Сеча-Ахки – один из древних аулов Серноводского района. Он расположен на правом берегу реки Фортанга среди гор и вековых троп. Около 30 семей строят свои дома, возводится мечеть. Люди возвращаются на родную землю с твердым намерением возродить родовое селение. هو يلا قطع يشو شكول ديت شيء لهم يش شيء جيد وشو وحق مش مستعصي ودقة وشو صار مباخرة تان بتشاوا عمله وخزياك أم برشة متكش نسيد وشو تويد وشو حتى خلي تعوض دوال يشتبين برتبه. Существенную поддержку жителям, принимающим решение обустраиваться в горных селениях, оказывает руководство региона. Для них предусмотрено содействие структурных и организационных вопросов. Создан оргкомитет по развитию горных районов, который возглавляет председатель правительства Магомед Даудов. Мы сегодня ознакомились с основными задачами, которые волнуют и которые интересуют наших граждан, инициаторов проектов, инвесторов потенциально, скажем так. И ряд определенных вопросов сегодня благодаря и главе муниципального района на месте решили в оперативном порядке. Ряд вопросов мы вынесем на организационный комитет, который утвержден указом главы Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Благодаря поддержке Рамзана Ахматовича и его взаимодействию с очень крупной и имиджевой госкорпорацией Дом РФ разрабатывается мастер-план Чеченской Республики. В этот мастер-план развития Чеченской Республики, так же, как мы с вами знаем, входят и горные районы. По каждому горному району разработан свой мастер-план, куда включены и дорожные карты с соответствующими показателями достижения. Здесь планируют обустроить и красивую зону отдыха, которая станет местом притяжения для семей и гостей селения. تینوش دوستو چیه دار مولا. ایش تا دای بیاغمت کیو تیچ کیو خزیا تایا تنیا شوالوش. Республика уверенно развивается, сочетая в себе бережное отношение к своей истории с современными темпами созидания. Восстанавливаются селы, создаются условия для жизни и труда. Мадина Кураева, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. В Грозненском нефтяном техническом университете имени Миллионщикова с размахом отметили День российского студенчества. Фестиваль объединил сотни учащихся, чтобы продемонстрировать их творческую энергию и таланты вне учебных аудиторий. Рамзан Абоев окунулся в этот праздник и готов рассказать, как это было. Яркие танцы, трогательные песни, искрометный юмор. На фестивале ко Дню студента в Грозненском нефтяном университете царит атмосфера веселья. Ректор вуза Магомед Минцаев поздравил студентов и отметил, студенчество – это золотое время, которое дарит безграничные возможности для развития. Друзья, мы постараемся приложить все усилия для того, чтобы студенты Грозненского нефтяного университета чувствовали максимальный комфорт в стенах этого университета, получали удовольствие от тех студенческих лет. ГГНТУ – пространство, где гармонично соединяются наука, технологии и творчество, формируя специалистов нового поколения. Одна из них – Дагмар Абубакарова. Она обучается на 4-м курсе по направлению бизнес-информатика и параллельно активно участвует в жизни вуза. А в 2024 году получила звание лучшей студентки. Я успела попробовать себя во всех сферах, от культуры до науки. И хочу сказать, что в любой сфере всегда находится поддержка, отклик со стороны так профессорского преподавательского, со
состава, так и системное руководство нашего вуза. Каждый год он наполнен разными событиями, и для меня студенчество – это пора развития, самореализации и нахождения себя. История этого праздника связана с открытием в 1755 году Московского университета. Позже он получил статус официальной памятной даты. Самый яркий, веселый и вечно молодой День студента – это также праздник преподавателей, которые из года в год передают свои знания будущим специалистам. Однако, чему учатся сами педагоги у современной молодежи? У современной молодежи, я уверенно могу сказать, что мы учимся более быть раскрепощенными, в лучшем смысле этого слова, так как все равно новые тенденции, это все молодежь лучше понимает, и вот этому именно креативности, наверное, тоже мы у них учимся. Лучших студентов здесь чествовали почетными грамотами от имени ректора. Студенчество – время, когда осваиваются не только знания, но и полезные навыки. Выпускники получают диплом, обретают верных друзей и увозят теплые воспоминания в мир взрослой жизни. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. В столице Чеченской Республики делают ставку на будущее. Начинается оно с учительской. Здесь расширяют один из самых успешных образовательных проектов страны – педагогический десант «Учитель для Грозного». Масштаб до 400 участников. Расширение проекта позволит обеспечить системное обновление, повысить качество образования и создать устойчивые условия для профессионального роста. Работа проводится по поручению Рамзана Кадырова. Подробнее в нашем следующем сюжете. Проект «Педагогический десант. Учитель для Грозного» реализуется Департаментом образования мэрии столицы совместно с образовательной платформой «Школково». Он уже получил федеральное признание, стал финалистом профильной премии и был отмечен дипломом правительства Москвы как одна из лучших кадровых практик в России. Задача, которая поставлена перед системой образования, это подготовить конкурентно способных выпускников, чтобы они смогли поступить в ведущие вузы страны мира, и, соответственно, без квалифицированных кадров это невозможно. Поэтому в рамках проекта мы будем привлекать молодых учителей, амбициозных людей, которые готовы учиться и развиваться. В рамках расширения планируется привлечь до 400 педагогов по основным общеобразовательным предметам. Особый акцент на математику и дисциплины естественно-научного цикла, где сегодня особенно востребованы сильные специалисты. Проект «Педагогический десант» – это целая система профессионального роста. Учителям устанавливается нагрузка в 18 часов в неделю, предусмотрена ежемесячная надбавка в 20 тысяч рублей, а также постоянное сопровождение наставников и обучение на платформе Школково. Все это делает профессию более привлекательной и конкурентной. Одна из участниц проекта – Элина Сайдулаева. Уже год она работает учителем математики и больше года обучается в рамках данного проекта. По словам Элины, педагогический десант стал для нее настоящей точкой роста. Это работа в школе, постоянное обучение, поддержка наставников и мощный стимул для профессионального развития. В первую очередь этот проект объединяет значимые для меня ценности. Это вклад в будущее, развитие моих профессиональных навыков и наставничество. Всего нас 10 человек, мы разделены на 2 группы, и у каждой группы есть свой наставник. Занятия у нас проходят неделю один раз, это групповое занятие, то есть вместе со всеми. Мы обсуждаем какие-то задания, разбираем их, проходим какую-то тему, а после уже закрепляем на индивидуальных созвонах. В моменте, в процессе мы решаем домашние задания, а потом уже объясняем на индивидуальных созвонах, почему мы так решили, как так получилось, то есть отсчитываемся по домашним заданиям. Итак, у нас в неделю получается 1 групповой созвон и 1 индивидуальный созвон. По итогам двухлетнего обучения участники получают статус эксперта платформы Школково и возможность дополнительной дистанционной занятости. При условии продолжения работы в системе образования Грозного доход может составить до 100 тысяч рублей. Это делается для того, чтобы человек и дальше оставался в школе и оставался в регионе. Мы их отбирали по нескольким критериям. Во-первых, это мотивация, насколько они хотят работать в школе, кем они себя видят после проекта, действительно ли им приносит удовольствие преподавать детям. Также смотрели на их предметные навыки. Еще смотрели, насколько они обучаемы. То есть смотрели, насколько человек за короткий промежуток времени может разобраться в том или ином каком-то фрагменте из образовательного процесса. Расширение проекта – это обновление педагогических кадров и инвестиции в качество образования, а значит и в будущее всего региона. Мадина Кураева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика.
Состоялась презентация книги о городе Грозном под названием «Сансел Жагала». Творческое мероприятие прошло в Национальной библиотеке. Участие в нем приняли авторы работ, вошедших в книгу. Произведение рассказывает о красоте и богатстве нашей столицы, а также и о горести, которое она пережила. Участники прочитали стихи и поделились своими впечатлениями о создании материалов и рассказали, что их вдохновило на это творчество. Презентация книги о городе Грозном, она очень для нас важна, очень нужна. Это наша память. Это делается для будущего поколения. Мы, люди моего возраста, чуть моложе меня, мы видели воочию, но это должны знать и последующие поколения. Здесь собраны очень веские, очень хорошие стихи предыдущих наших классиков. И в каждом стихотворении отражается боль нашего народа, его лучшие качества, а также наша надежда, наш ориентир на наш город Грозный. «Чебурашка-2» продолжает свое победное шествие по кинотеатрам страны один за другим, побивая кассовые рекорды. Фильм, снятый при поддержке ВГТРК, доказывает, что искренние эмоции и добрые герои вне времени. Об истории, знакомой каждому с детства. Рабиат Гайтиева. В Чеченской Республике продолжается прокат фильма «Чебурашка-2». В регионе кинолента даже стала лидером среди новогодних кинопремьер. Во второй части ушастый зверек взрослеет, часто спорит с Геной и попадает в разные приключения. Зрителей ждет много интересного. На фильм идут всей семьей, и этот формат становится все популярнее. Это вроде и простой фильм, но он о семейных ценностях и вообще о ценностях, которые очень важны в жизни, о доброте, о любви, о взаимопонимании. Сиквел, снятый при поддержке ВГТРК и телеканала «Россия-1», показывает знакомых героев, но уже год спустя, после событий первой части, когда главные герои начинают вести себя по-иному. Присутствует элемент приключения в сюжете. И когда я читала сценарий, конечно, было неожиданно, но в то же время в какой-то момент ожидаемо, потому что я знаю этих сценаристов, какие они безумно талантливые, сумасшедшие люди, которые пишут такие истории. Новая часть повествует о том, как в поисках свободы герои понимают, что самое важное – это дом и те, кто тебя ждут. О том, что семья – это умение слушать друг друга, даже когда кажется, что все уже сказано. Мне Чебурашка очень понравился, он очень крутой. Жду не дождусь третью часть. Больше всех мне понравился Гена. Начиная от героев и заканчивая сюжетом, здесь каждый сможет найти что-то для себя. Дети увлекутся приключениями и осознанием ответственности за свои действия, а взрослые – мудрыми мыслями и ценными жизненными уроками. Здесь прям есть такой хороший посыл к тому, как это трудно воспитывать детей и что надо к этому прилагать усилия. Не просто иметь детей и ничего с ними не делать. Гаджет дал ему, и он сидит чем-то там занимается. А для того, чтобы действительно была любовь в семье и в доме, нужно все делать вместе. Прокат «Чебурашки-2» продолжается во всех кинотеатрах республики. По итогу фильм получился ярким и запоминающимся, а семьям с детьми любого возраста будет что обсудить после просмотра. Рабиат Гайтиева, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.